Ответить на вопросы, интересующие актив Карачаево-Черкесской Республики, обсудить намеченные цели и существующие на сегодняшний день проблемы, а также программы в области развития языка и культуры. Главная цель встречи президента Аслана Бжания с общественностью. Тара сегурагати хатуи хайбабара еще десна растахуп ану хаду шишукса в республика хахатыз хабха ан саду сихот ам табзия айцар апепш бзия милат лайхаут. Я должен был приехать к вам раньше. В силу известных обстоятельств это не представилось возможным. Были ограничения, связанные с ковидом. Поэтому поездка в Карачаево-Черкесию, она состоялась по прошествию 2 лет. Я очень рад быть здесь вместе с вами. Я чувствую биение сердца каждого из вас. Я в каждом из вас вижу родного человека. Встреча началась с церемонии награждения. За заслуги перед Республикой Абхазия в период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, вклад в укрепление дружественных отношений между Абхазией и Карачаево-Черкесской Республикой наградить Татаршау Азрета Хаджибекировича орденом Ахтзапша 3-й степени. Президент Аслан Бжания. Указом президента за вклад в развитие культуры и искусства, популяризацию культуры народов Кавказа, почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия» было присвоено министру культуры Карачаево-Черкесской Республики Зурабу Хагарбову. За вклад в развитие хореографического искусства, популяризацию культуры народов Кавказа почетное звание «Заслуженная артистка Абхазии» было присвоено Алине Тарасуновой. Во второй половине мероприятия Аслан Бжания ответил на вопросы собравшихся. Рада видеть президента Абхазии, рада Куджева Руслана Муратовича. Добрый день, уважаемые гости. Я не буду ваше терпение испытывать. Я встала потому, что я вспомнила одну историю из нашего рода. В годы Абхазо-Грузинской войны женщина, жительница Сухуми, отправила 2 своих маленьких дочек в горы к своим родителям, потому что шли тяжелые бои в городе Сухум. 2 месяца она не знала, что с ними было. Отправила со знакомыми, случайными людьми. 2 месяца она не знала, живы ли ее дочки или нет. Прошла война. Одна из ее дочек, наша невестка, она подарила нашему роду 3 мальчиков и 1 девочку. И мне всегда хотелось сказать, когда вот эта женщина приехала к нам в гости, она молодая была, 40 с небольшим лет, но она была совсем седая, совершенно седая женщина. И я подумала, женщина и война, вот такие несовместимые слова, оба женского рода, но так они несовместимы в жизни. И мне всегда хотелось сказать женщинам Абхазии, пережившим войну, большое вам спасибо за вашу стойкость, за ваше терпение, за ваше мужество. Я член Женсовета Ауланджи-Чекун, член Координационного совета при Алашара. Передайте женщинам Абхазии большой привет. У нас был обмен школьников со стороны Абхазии и Карачаево-Черкесии. Лучшие ученики, значит, абхазинских школ со всех населенных пунктов отбирались. Они предварительно изучали историю Абхазии. И сознанием истории Абхазии посещали именно Абхазию. И в частности, в летний период формируются лагеря при школах. Вот при этих лагерях при школах необходимо направлять абхазских детей сюда, а наших туда к вам,
чтобы на уровне вот подрастающего поколения, чтобы решить общность, нашу общность и еще их сблизить, вот эту работу надо, я думаю, возобновить. Час назад этот вопрос обсуждали в кабинете у главы в присутствии Мусы Хабалевича. Считаю правильным, и мы обязательно сделаем как минимум сезонный по аналогу пионерский лагерь, как это было когда-то. Это не так сложно, это мы сделаем. И то, что вы говорили, этнолагерь, это чуть, может быть, посложнее будет. Но я уверен, что у нас хватит сил. Это надо делать. Я за то, чтобы это было сделано. Мои дорогие братья, я хочу, чтобы вы понимали. Я вот работаю 2 года и 4 месяца. Почти 2 года мы занимались, мы были в изоляции. И вот у нас на первом плане была проблема противодействия ковиду. Все планы были порушены, все графики были изменены. В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся программ развития абхазского и абазинского языков, культуры, экономики, туристической отрасли, создания совместного информационного портала и ряд других важных тем. Аслан Бжаня встретился с добровольцами из Карачаево-Черкесской республики и матерями, сложивших свою голову воинов за свободу и независимость Абхазии. Аслан Бжаня ответил на все интересующие их вопросы.